Молодежь Лайв. Я очень рада видеть каждого из вас сегодня здесь. Мы продолжаем с вами тему в мире животных. И в прошлое воскресенье пастор Давид, также Герман Офигенов делились с нами очень классным словом, приводили определенные примеры. И я верю, что каждый из нас получил что-то для себя в прошлое воскресенье. Аминь. Сегодня я хотела бы продолжить тему в мире животных. И удивительно, но я выбрала животное осел. И хотела бы конкретизировать, что моя тема будет звучать так. Ослик, который надобен Господу. И такой красной линией я хотела бы привести стих из Библии, слова Екклесиаста, когда он сказал: «Всему свое время, и время каждой вещи под небом». Я уверена, что многие из нас, услышав такое животное, как осел, сразу вспоминают какие-то, может быть, негативные воспоминания, не знаю, когда вы слышали фразы «глупый как осел», «упрямый как осел». И на самом деле есть огромное влияние русского фольклора на наше, в принципе, восприятие этого животного. Как пример, в баснях Крылова мы можем видеть, что осел, он фигурирует, да, и олицетворяет невежество, глупость и упрямство. Но на самом деле, если посмотреть, например, в библейские времена, в то время, когда во многих странах осел был на самом деле очень важным и нужным, используемым животным, и на самом деле абсолютно у них другой был взгляд и мышление, взгляд на осла, у них не было вот этого негативного окраса, который присущ нам в данное время. Да? Я хотела бы, чтобы мы в первую очередь открыли Бытие 49 главу и прочитали часть истории, когда Иаков благословляет всех своих сыновей, находясь при смерти. Возможно, вы помните эту историю. Он призывает каждого человека, своего сына, и каждому говорит определенное слово. И знаете, вот будучи подростком, честно, читая это местописание, я вот думала: так классно, Рувиму он сказал, что ты начаток моей силы, Иуде он сказал, что ты лев мощный, другим сыновьям он кому-то сказал, что ты будешь находиться при морской гавани. Ну, знаете, вот всем такое прекрасное слово пророческое, а Исахару он говорит. Давайте прочитаем. Бытие, 49 глава, с 14 по 15 стихи. Иаков говорит: «Исахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени». Итак, вот опять же, я читала раньше это местописание, и меня так сильно удивляло, почему Иаков сказал Исахару, как будто, знаете, обделил его. Вот смотря нашим русским взглядом, имея определенное, да, там, мышление, мы думаем, ну что-то здесь не так. Но на самом деле, если вот вдаваться в подробности, то можно понять одну вещь. Я хотела бы попросить, чтобы вывели сейчас карту на экран. Угу. Спасибо. На самом деле, вот то слово, которое Иаков проговорил своему сыну, пророчески потом исполнилось. Во-первых, он сказал о том, что Исахар, как колено, будет находиться между протоками вод. И если вы посмотрите внимательно на кружочек красный, то увидите, что реально вот место, где находится колено Израилева, там находятся протоки воды. И самое интересное это то, что Исахару досталось хорошее место, и за счет того, что у них была плодородная земля, они могли заниматься сельским хозяйством. Помимо этого, также, вот как ношение бремени, на колено Исахарова возлегла задача изучать Тору. И из этого колена вышло много разумных людей, и в Библии их называют вождями, называют разумными людьми, знающими время. И вот ты в этот момент понимаешь, так круто, столько параллелей в Библии. Мы часто, на самом деле, знаете, читаем Библию настолько поверхностно и думаем, где же вот это то самое мотивационное слово для меня на этот день. Не вникаем часто в исторический, в культурный контекст. Но когда вот мы начинаем чуть больше открывать для себя, мы видим столько интересного, мы понимаем, что Иаков за долгое время проговорил Исахару и остальным всем братьям, что тот будет благословением для своих братьев.
Они были разумными людьми, они занимались продовольствием и снабжали остальные колена, как и другие колена, также занимались какими-то своими вещами. Кто-то из каких-то колен вышли мудрые, вышли классные воины, и у каждого была своя задача. Для каждого определено была конкретная цель. И помимо этого, также в первом Паралипоменон вот сказано, когда, вы знаете, к Давиду пришли в Хеврон для того, чтобы его помазать на царство, колено, как раз-таки Иссахар, как колено, пришли, поддержали его. И Библия говорит, 1 Паралипоменон 12:32. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Повторю, что колено Иссахарова стало благословением для братьев. Почему? Осел на востоке на самом деле это символ выносливости, терпения и способности преодолевать трудности, нести вот эти тяжелые грузы. Это абсолютно другой взгляд, нежели тот, который есть у нас. Мы имеем какой-то негативный окрас, а осел на востоке в то время это означает, что колено Израилева — это мудрое, покорное животное и выносливое. И, кстати, интересный факт. Вот откуда вообще появилась фраза «упрямый как осел»? Ну, если вдруг кто-то не знает, то на самом деле так начали говорить после того, как осел по своей природе очень выносливый. Но есть вот момент, когда на него много грузов возлагают, и он просто становится в позу и не идет дальше. И вот, знаете, часто сравнивают осла с конем и думают, конь такой благородный, прекрасное животное. Но на самом деле, вот говорят часто, загнанная лошадь. Почему? Потому что лошадь на самом деле как будто бы иногда не знает меры. Вот ей сказали бежать, и она бежит до победного, пока не происходят какие-то ужасные последствия с ней. А осел на самом деле, да, упрямый иногда, но в этом происходит, в этом видна мудрость его. Он понимает, что он не вынесет. И он как бы хозяину своему говорит, что я не вынесу столько груза. И вот поэтому, на самом деле, мы вообще, наверное, не так иногда видим определенные вещи, привыкли к тому, что часто слышим какие-то фразы, вот у нас есть определенная ассоциация уже. Вот. Также я хотела бы, чтобы мы вспомнили другую историю. Это история того самого ослика, на котором Иисус въезжал в Иерусалим. Я думаю, вы помните точно эту историю. И опять же, я думаю, многие из вас думали, почему Иисус, как царь царей всей земли, въезжал на осле. Но на самом деле здесь кроется некий символизм очень классный. Почему? На конях цари въезжали как завоеватели. То есть они говорили тем самым, что они несут власть, они несут какое-то, может быть, даже порабощение. А цари на ослах — это символ мира, символ законного права. И вот в города цари, например, Соломон, он въезжал в свой город как истинный правитель, не для завоевания, а просто он этим самым говорил, что он законный правитель, он миротворец. И вот это очень такой интересный просто факт для вас. И этим самым, когда Иисус въезжает на осле в Иерусалим, он, во-первых, исполняет пророчество из Захарии 9:9, где сказано: «Се царь грядет на молодом осле». А помимо этого также еще, знаете, важный момент, который мы иногда упускаем на самом деле, это то, что задача учеников, когда они искали определенного ослика, это было найти осла, на которого еще никто не садился, на котором еще никто не ездил. И я думаю, часто мы пропускаем этот момент, когда читаем местописание, и на самом деле, вот согласно закону Моисея, было важно, чтобы освященное это было то, что еще не использовалось. Например, молодой бык, который не знал ярма, или в нашем случае это необъезженный осленок. И вот они как раз-таки рассматриваются как чистое, освященное для Божьих целей. И использование вот как раз-таки необъезженных животных, это значило о том, что они достойны для служения Богу. И вот конкретного ослика ученики искали, они нашли его. И вот я хотела бы, знаете, чтобы мы посмотрели, провели определенную параллель.
И вот подумали, вот смотрите, ослик просто стоял на своем месте на протяжении долгого времени, его ни разу не использовали, он был привязан, и вот ничего абсолютно не происходило, была неизвестность, тишина. В это время путями в Палестине просто ослы проходили, они несли грузы, несли людей, в принципе, использовались для того, для чего они были призваны. И вот мы можем, знаете, вот просто чисто гипотетически представить себя на месте этого осла. Вот так иногда странно, да, ты думаешь, что с тобой не так? Все вокруг вроде бы исполняют те задачи, для которых были созданы. Все прекрасно, исполняют то, что вот нужно. А я вроде бы, вот, осел был здоровым, с ним вообще абсолютно ничего не было плохого, его как-то не обделяли, просто он не был объезженным до определенного времени. И самое интересное, что, знаете, вот мы иногда сами по себе тоже сравниваем себя с кем-то, хотим конкретно чего-то вот быстрее, чтобы мы начали делать определенное что-то, то, для чего мы призваны. Хотя на самом деле Господь хочет для нас чего-то большего. Если бы этот ослик был использован уже, то он не смог бы исполнить ту задачу, для которой он был, в принципе, использован в Библии. И самое интересное то, что, знаете, вот мы иногда сами по своей природе хотим все порешать. Вот представим, если бы ослик пытался бы привлечь к себе внимание, он бы начал, может быть, копытами вокруг дергать, сносить все вокруг себя, напоминать о том, что я еще здесь, говорить хозяевам своим кличем, что, возможно, вы про меня забыли, и что-то, может быть, с вами не так, почему вы не используете меня, почему я просто стою на протяжении всего этого времени. А на самом деле он был чистым этим животным, которым в итоге его главная задача стала это вести царя царей. Мы иногда думаем, что мы просто призваны для того, чтобы вести эти грузы. Мы думаем, что мы знаем, для чего мы уже призваны. Мы уже представили для себя эту жизнь. Мы уже поставили цели, определенные задачи. А на самом деле Господь иногда хочет большего, и Он знает, что если чуть-чуть подождать, то Он может открыть для нас вообще абсолютно другие границы. Мы иногда так видим узко и думаем, что мы уже расписали свою жизнь. Мы так представляем, молимся, помышляем о том, что будет прекрасно сделать так или иначе в нашей жизни. И у каждого на самом деле свои какие-то, может быть, молитвы, переживания, мечты в определенных сферах. И мы думаем, Господь, пожалуйста, дай мне это, я так долго жду, я так хочу. И иногда, возможно, мы даже думаем, ну, Господь не отвечает, наверное, молчание — знак согласия, и идем, делаем так, как хотим. А на самом деле потом расшибаем лбы, потом мы в итоге столько ошибок делаем, дров ломаем, просто потому что мы не хотим иногда прислушаться к тому, что Господь говорит. Мы не хотим иногда остановиться и довериться Богу. Я знаю, это очень сложно. На протяжении долгого времени, знаете, Господь очень сильно работал с моим сердцем. Я ребенок ДВР, но я не знала раньше, что такое доверять Богу. Мне мама всегда говорила: Дарьяна, молись, Дарьяна, ищи Господа. Он подскажет тебе, Он знает, что для тебя лучше. А я вот вроде молюсь, читаю Библию, смотрю, вообще ничего для себя иногда не вижу. И так часто, знаете, вот было в моей жизни поражение в определенных сферах, когда я начинала сама строить свою жизнь, когда я брала руль в свои руки. И вот, возможно, кто-то из вас тоже уже сделал какие-то ошибки. И дай Бог, что это маленькие ошибки, которые можно исправить еще в своей жизни. И так часто, знаете, мы пытаемся все взять, вот бразды правления в наши руки, начать делать то, как мы видим. Мы думаем, что мы знаем лучше всех. Когда нам пасторы или лидеры говорят: подожди, есть время для того, чтобы подумать, есть время для того, чтобы принять решение. Мы не слушаем, мы думаем, что нас тормозят, мы думаем, что все вокруг враги, а мы одни знаем, что на самом деле нам нужно. Но по факту мы часто, даже если по-человечески, логично, можем предусмотреть все моменты, стратегически посмотреть на свою жизнь, на определенную, да, там вопрос, в итоге все равно будет поражение, если это решение было принято без Господа. И так страшно, знаете, когда вот ты видишь людей, которые просто без Бога принимают какие-то решения в своей жизни. И они вот в моменте счастливы, потому что здесь и сейчас произошло то, о чем они так сильно мечтали. Но по факту потом приходит поражение. И самое страшное, когда какие-то, может быть, поражения мы не способны потом исправить в нашей жизни. И я хотела бы также, чтобы мы
прочитали Исаию, 30 главу, 15 стих. Знаете, вот самое крутое произошло в моей жизни, когда я села, я сказала: Господь, я не знаю, как это доверять себе, но я так хочу отпустить руль своей жизни и дать себе возможность править и быть царем, сидеть на престоле моего сердца. И после этого столько счастливых моментов начало происходить в моей жизни. Я уверена, что, возможно, вы также уже сталкивались с тем, когда вы просто молились и, может быть, кричали Богу о том, что я больше не могу, я не знаю, как поступить, я не знаю, что такое довериться тебе, потому что это реально сложно. На самом деле так порой мы хотим вот конкретно здесь услышать что-то, а Бог говорит: подожди. Бог говорит: все будет, и будет даже больше в твоей жизни, но нужно просто подождать. И однажды, знаете, я просто читала Библию, потому что был определенный вопрос в моей жизни, внутри все кипело, так хотелось прямо здесь и сейчас услышать ответы на свои вопросы. И я прочитала такие слова. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Иногда мы думаем, что если повременим, то упустим какой-то очень классный шанс в нашей жизни. Или мы думаем, если вот сейчас конкретно я приму это решение, то это будет самое лучшее решение в моей жизни. Буквально сегодня Павел Анатольевич говорил на очень похожую тему, в одном духе с ним, слава Богу. Вот. Но самое интересное о том, что он вспоминал историю, когда Иудея находилась в страхе, ожидая, что, возможно, их уведут в вавилонский плен. И они думали, что если они сейчас убегут в Египет, то там будет их спасение. А пророки им говорят: оставайтесь на том месте. И Господь сказал, как раз одна из известнейших фраз в Библии: «Мои мысли, не ваши мысли, мои пути, не ваши пути, говорит Господь». И в итоге те, кто не послушались пророков и не послушались голос Божий, они бежали в Египет, и там в итоге было поражение для них. А те, кто остались, в итоге для них это была победа, потому что они были в послушании перед Богом, потому что они не говорили: «Господь, я знаю лучше, чем ты». Они понимали, что Господь правит над ними, что Его пути, они не наши пути. И самое интересное, что вот, возможно, реально в нашей жизни мы так часто, вот в силу того, что мы молодые люди, как говорится, молодая, кипящая кровь, горячая кровь, да? По-любому слышали эту фразу. И самое интересное, что вот нам так сильно хочется здесь и сейчас все решить. Мы так боимся опоздать, мы так боимся что-то упустить. Возможно, это выбор, куда поступать, где жить. Может быть, у вас стоит вопрос с работой, вы хотите вот конкретно здесь, конкретно сейчас решить вопрос, и вы думаете, что это самое лучшее, что может быть для вас. Или, возможно, это выбор спутника жизни. На самом деле все вопросы, которые возникают, они очень важны для того, чтобы приходить к Богу и искать в Нем утешение. Когда, знаете, внутри кипит, единственное, что ты должен делать, это прибегать к Богу, это открывать Слово и искать там утешение, потому что Господь так много сказал для вас. И Он так сильно хочет, чтобы мы наконец-то услышали Его, чтобы мы отдали Ему возможность править нашей жизни и не брали вот эти бразды правления. Потому что иногда мы думаем, что вот моя цель в жизни, и это самое лучшее, что произойдет. А Господь сказал, что Он хочет открыть для нас большее. И Он сказал: «Воззовите ко мне, я отвечу, и покажу великое и недоступное, о чем вы даже помышлять не могли». И самое интересное я хочу сегодня до вас донести. Возможно, сейчас вы где-то угадываете себя, вы понимаете, что мне так тяжело, я хочу вот сейчас решить этот вопрос. И у каждого он свой. И в первую очередь мой совет и для себя, и для вас — это приходить в молитве к Богу и Ему в первую очередь говорить. Мы горизонтальные отношения очень хорошо настроили. Мы так любим подходить и делиться со своими друзьями о том, что происходит сейчас в нашей жизни. А вертикальные отношения у нас часто страдают. И это так ужасно, когда мы так любим к подруге подойти, поделиться с ней своими переживаниями, своими проблемами, с другом.
мы также можем обсуждать, что происходит в нашей жизни, а при этом со своим царем царей, с Создателем, с тем, кто для нас приготовил что-то лучшее, мы так не любим общаться. Мы, если и поговорим, то это будет, наверное, 3-й или 10-й по счету. Когда Господь должен стать для нас первым и единственным, возможно, кому мы делимся во многих вопросах. Потому что на самом деле, опять же, по своему примеру я заметила, что иногда вот мы приходим в молитву к Богу, мы хотим сейчас разобраться с какими-то вопросами, мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала в каком-то вопросе, мы так хотим кому-то ответить, что не так человек сделал. А ты приходишь в молитву, начинаешь просто проводить с ним время, и ты понимаешь, что на самом деле все намного проще. Ты вот ему просто поделился тем, что есть, и больше ничего и не нужно иногда. Не нужно потом звонить родителям для того, чтобы поделиться, кто не так с тобой справедливо поступил. Возможно, не нужно потом к подруге подходить, потому что вопросы уже все решены. Потому что мир Божий, которого превыше всякого понимания, он уже пришел в твое сердце. Мой посыл сегодня — бегите, пожалуйста, в тайную комнату, ищите Божьего лица, потому что только там ваше спасение, только там вы найдете покой для себя. Бремя Христа, оно легко, но нам так тяжело через себя переступить. Нам так тяжело сказать: Господь, я не могу больше. Тяжело признать, что мы иногда не правы, тяжело признать, что мы на самом деле не такие классные, не такие храбрые, не такие мудрые, как мы преподносим это для других людей. А Господь хочет, чтобы мы перед Ним открывали свое сердце, чтобы мы говорили Ему о том, что есть у нас на душе. Это так тяжело на самом деле иногда, но если вы начнете это делать день за днем, утром, вечером, снова утром, вечером, то вы увидите, что вы не сможете уже без Христа. У вас будет на душе тяжесть, и вы будете понимать: я хочу бежать к Богу, я хочу там находить свое утешение, потому что я больше не могу без Тебя, Господь. У Бога все сроки. И самое интересное, чем я хотела бы в конце еще поделиться, это невероятные истории, которые я услышала в теологическом институте. На самом деле, благодаря Сергею Владимировичу Стрижемскому, который вел у нас первый предмет, он рассказал нам очень крутой факт, который вообще полностью поменял мое сознание и на самом деле вот стал первой мыслью, почему я потом стала думать много о том, что всему свое время. В Галатам 4:4 сказано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Самое интересное — это то, что даже приход Христа — это была не просто случайность. Приход Христа был абсолютно точно запланирован, и все было предусмотрено. И я хочу, чтобы вы вывели сейчас одну картинку, последнюю. Были 3 фактора, которые повлияли на то, что вообще были основополагающими для возникновения христианства и распространения благой вести. Это греческий язык, римское правление и страна Израиль. Можно подумать, как это вообще взаимосвязано? Причем здесь вообще римское правление и Израиль? Но на самом деле римское правление обеспечило политическую безопасность. Они на протяжении долгого времени, пока завоевывали территории, строили в дальнейшем дороги, то есть прокладывали магистрали для того, чтобы легче было войскам передвигаться по землям. Греческий язык был общим международным, межнациональным языком, который был распространен во многих местах. И он был настолько богатый. Благодаря ему Библия ярче звучит, чем звучала бы, может быть, на другом языке. А через Израиль, понятное дело, что были определенные мессианские ожидания, то есть ожидали Христа. Была вот эта вот монотеистическая система, то есть верование в одного Бога. И Израиль также дал нам Писание. И все вот эти 3 фактора стали основополагающими для того, чтобы Христос пришел, и вот эта благая весть через дороги распространялась, через греческий язык ярко было написано Слово Божие. И самое интересное, что, знаете, если бы немножечко раньше пришел Христос, чисто гипотетически представим, то в то время это была не полнота времени.
потому что греческий язык еще на тот момент развивался, еще не было такого полноценного моста к языческим народам. Римское правление тоже только набирало силу, а если бы Христос пришел позже, это тоже не было бы идеальным временем, потому что около 70-х годов евреи, они просто убрали римлян со своей территории, и войска Рима потом пришли во главе Тита и полностью разрушили Иерусалим, о чем Христос пророчествовал в Новом Завете. Все настолько было предусмотрено. И я хочу сегодня сказать о том, что Иисус управляет историей, и Иисус может управлять твоей жизнью. Он хочет сегодня взять верх над твоей жизнью. Он хочет, чтобы ты сегодня доверился. Если все было настолько предусмотрено, каждая деталь, то неужели Он не позаботится о том, чтобы в твоей жизни была явлена слава Божья? Неужели вы думаете, что Господь забыл про вас? Неужели вы думаете, что Он кого-то любит больше, чем вас? Нет. Просто иногда, порой, мы сами не позволяем Ему действовать в нашей жизни. И давайте мы встанем. И помолимся. Дорогой Господь, мы сегодня пред Тобой, такие, какие мы есть. Нам так иногда сложно довериться Тебе. Нам сложно оставить, может быть, какие-то свои старые привычки, все решать в моменте. Мы, может быть, представили идеальную жизнь для нас. Мы уже знаем, как поступить, что сказать. Но Ты, Господь, Царь всей земли. И мы хотим, чтобы Ты был царем нашей жизни, чтобы Ты правил, Господь. Ты так сильно любишь нас. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты, несмотря на то, что мы иногда не верны Тебе, Ты все равно остаешься верен. Ты прощаешь, Господь, нам, может быть, какие-то неправильные вещи, Господь, которые происходят в нашей жизни. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы каждое сердце в этом зале, Господь, так сильно прилепилось к Тебе, чтобы, Господь, мы бежали в тайную комнату и там находили, Господь, в общении с Тобой утешение, мир и радость, Господь, потому что только Ты единственный, кто можешь это дать. Ты единственная надежда этого мира, Господь. И мы благодарим и славим Твое имя. Мы хотим, Господь, чтобы Ты был царем во имя Иисуса Христа. Аминь.